Здравствуйте, Олег. Телеканал «Беларусь-3» поздравляет вас с получением высокого звания. Вы как-то сказали, что к планам и задумкам нужно относиться как к мечте. Вот о таком признании все же мечтали? Честно, положа руку на сердце, это всегда рад тому, когда что-то получается в той профессии, которой ты с самых юных лет занимаешься, и у тебя получается это все. Это какие-то проекты музыкальные, какие-то достижения, там, конкурсы какие-то коллективы. Я достаточное количество таких создавал в своей жизни. И когда это тем более получает какую-то оценку, это приятно и радует, чувство удовлетворения какого-то. Как-то меня удивил заголовок, статья под названием, вот 11 лет назад таким выходит, «Не называйте меня певцом». Для меня певец, я и сейчас хочу повториться, в прямом большом таком смысле слова, в настоящем, это Шаляпин, образно говоря, какие-то оперные певцы. Вот он певец, он поет и все. Я, кроме того, кроме пения, хоровой дирижер, я как-то песни какие-то пишу. То есть я певец, исполнитель, скажем так. Очень скромно, потому что я слышал в зале вот от публики во время вашего выступления, какой голос. Все так наслаждаются и тембром, и красотой этого звучания. А вы вот так скромно. Ну хорошо, пусть это будет кокетство. Ваш творческий путь – это и работа и в ансамбле «Чистый голос», и сольная карьера, руководство хоровыми коллективами, даже в театре сатиры «Христофор» вы тоже поучаствовали. Вот артисту творческая неусидчивость такая, она полезна? Да, вы знаете, начнем с того, что тоже вот театр сатиры, юмора и Христофор я и начинал. Но потом немножечко мне тесно стало в этой стилистике. Немножечко я все-таки вспомнил, что я классический музыкант, хоровой дирижер. И вот тогда у меня появилась идея группы музыкальной, хоровой «Чистый голос». Потом было название. И вот я собрал единомышленников, артистов, и таким образом, можно сказать, стоял у истоков создания этой группы «Чистый голос». Кстати, вот вас называют одним из главных таких популяризаторов романса. Романс – это такой жанр, который не для всех, так же, как и классическая музыка. Более того, я думаю, так же, как и джаз, эта музыка не для всех. Это такой жанр, который был популярен всегда. В этом году вы уже возглавляете жюри национального конкурса отбора. Да, региональные эти туры на Славянский базар, на юбилейный. Да. И думаю, такой вот ценитель романсов, классической музыки, явно у него в лидерах будут какие-то исполнители, которые... Нет, мы пропускали людей талантливых. Понимаете? Я еще раз говорю, неважно в каком жанре, ты хочешь что-то сказать, но если человек искренен, то, о чем мы говорили, если он вышел, и вот ты ему веришь. Что такое, когда вот говорят, мурашки по коже там бегут о его исполнении? Ты ему веришь, он настолько живет в этом, настолько у него есть дар Божий выразить так свою мысль, так выразить, что на тебя ее хватает. Значит, это талантливый человек. Потому что слова, неодухотворенные эмоции человеческой, они, просто слова, они повисают в воздухе, они не достигают своей цели. То же самое, когда вот я хочу сказать, и пользуясь случаем выразить благодарность пограничному комитету, который представил меня к этому высокому званию. Это, вы знаете, я с удовольствием, я знал и слышал много о том, что пограничники – это особая семья. Я художественный руководитель эстрадного отделения образцово-показательного оркестра ансамбля пограничной службы Республики Беларусь. И вот у меня есть, на сегодняшний день там 6-7 мужская группа такая. И вот мы с ними поем. Там надо и пограничную песню спеть, надо знать, чувствовать это. Там надо и лирика какая-то. А мне всегда казалось, это правда, я думаю, даже не казалось, а так и есть, что вот военные коллективы, форма и даже название коллектива уже ограничивает репертуар для исполнителя. Трудно себе представить коллектив пограничный, который не исполняет пограничные песни. Поэтому специфика, конечно, есть, но никто не запрещает. Можно и услышать и джазовые какие-то произведения, народные, эстрадные произведения, белорусскую классику мы поем. То у нас все с этим в порядке. Вы знаете, почему я всегда за то, чтобы звучала классика? В том числе классическая, та же белорусская песня, да? Я хочу, чтобы молодое поколение знало, помнило многие вещи Игоря Лученка, Юрия Семеняка, Эдуарда Зарицкого, да многих покойных людей, и их спеть надо. Поэтому вот на этих произведениях, кстати, учиться можно. А учиться надо всю жизнь. Мне кажется, здесь уже можно поставить точку. И я красиво в первый раз представлю таким образом. Друзья, сегодня у нас в гостях был заслуженный артист Республики Беларусь Олег Семенов. Спасибо за эту встречу. Вам спасибо.